Во имя Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда. Мир и благословение Аллаха, нашему Господину, посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и тем, кто их любит. А затем мы не прекращаем говорить, что ни один человек не может правильно изучить науку по методологии Ахлю Сунна валь Джамаа, если он не следует методу ашаритов или матуридитов и не почитает людей Аллаха из числа суфиев. Что касается тех, кто упрекает наших господ из числа ашаритов, матуридитов и суфиев, то у них нет иснада и нет знаний, и мы будем говорить это до Дня Воскресения, независимо от того, знают это они и принимают, или не знают и отрицают. Я упомяну один важный момент из жизни имама Ибн аль-Джазари, рахимахуллах. Он является имамом своего времени в науке о чтении Корана, был суфием в практическом смысле этого слова. Поэтому современные ваххабиты, если они порицают суфизм или порицают суфийских имамов, то поистине они своими же руками наносят удар по своим цепочкам передатчиков знаний, идущих к нашему господину, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому для них нет иснада на пути чтения, если они не придут к имаму Ибн аль-Джазари, рахимахуллах. А имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, был суфием в практическом смысле, то есть он был суфием в слове и деле. Суфизм здесь не означает ночные молитвы, аскетизм и поклонение. Все это хорошо известно без споров, и никто не оспаривает это. Но здесь под суфием имеется в виду то, что за это порицают некоторые экстремисты суфиев. Они считают празднование мавлида бид'a, они считают, что тавассуль — это ширк или путь к ширку, и что это недозволено и является харамом. Они считают, что делать дуа у могил праведников и посещать их — это бид'a. Все эти утверждения, которые говорят современные ваххабиты и описывают их практиков как новаторов, были сделаны имамом Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, который является шейхом людей своего времени по единогласию. Имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, имеет несколько особенностей своей жизни, которые являются удивительными. Первое, что он возглавил школу хадисов Ашрафии, которую возглавляли только ашариты, поэтому имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, не придерживался убеждениям муджассима, а следовал убеждениям Ахлю Сунна валь Джамаа из числа ашаритов и матуридитов. Второе, имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, написал книгу о достоинствах нашего господина Али ибн Абу Талиба, рахимахуллах, под названием «Аль-Асад аль-Галиб в достоинствах нашего господина Али ибн Абу Талиба», в которой он говорит, что касается ношения хирки, то есть его суфийской одежды. Он говорит, это связано с амир аль-му'минином Али ибн Абу Талибом, рахимахуллах. И я надел ее от группы людей. От него она дошла до нас. Это значит, что наш господин имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, носил суфийскую одежду на пути суфиев, и что он был на их пути словом и делом. Третья вещь заключается в том, что у имама Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, есть две книги о Мавлиде Шарифе, и он написал книгу под названием «Определение благородного Мавлида», а затем сократил ее до книги под названием «Араф ат-Та'риф фи Мавлиди Шариф». Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, считает, что празднование рождения посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, является хорошим, великим и желательным делом, если оно избегает запретных действий, смешения полов и других вещей, и это единогласно. В-четвертых, имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, посещал могилы праведников, и во главе тех, кого он считал достойным и подчеркивал его посещение, стоит могила имама аш-Шатиби, рахимахуллах, имама кираатов. В своей книге «Гая аль-Нихая фи табакат аль-Кура» во второй части на 23-й странице говорит, его могила известна, то есть могила имама аш-Шатиби, и его гробница известна и знаменита, что означает, что люди приезжают к нему из дальних мест, что, по мнению ваххабитов, является харамом, ересью, бид'a и путешествие к другому помимо Аллаха. Я посещал его много раз. Имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, говорит о себе, что означает, его могила является посещаемой людьми. Затем он говорит, я посещал его много раз. Некоторые из моих сподвижников показали мне Шатибия на его могиле. Обратите внимание на предложение после этого. Я увидел благословение дуа у его могилы с ответом, то есть я увидел, что дуа у могилы имама Шатиби, рахимахуллах, принимается. А ваххабиты теперь говорят ширк, ересь, бид'a и вера в пользу и вред в другого, кроме Аллаха. Это вера всех имамов, знаешь ты об этом или нет, но это так. Я видел благословение дуа у его могилы с ответом, то есть я попробовал это. Когда бы я не делал дуа Аллаху у могилы имама Шатиби, рахимахуллах, Аллах Всевышний отвечает мне. И последнее, имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, делал тавассуль и считал это дозволенным, а не ширком, бид'a и заблуждением. Он говорит в книге «Аль-Хисн аль-Хасин», страница 60, и обращаются к Аллаху Всевышнему через его пророков и праведников. Эта его четкая фраза означает, что разрешается обращаться к Аллаху Всевышнему через пророков и праведников.
На это указал имам Ибн аль-Джазари, рахимахуллах, единогласный имам людей своего времени, и это дело является единогласным, чтобы современники знали, что нет для них иснада ни в чтениях Корана, ни в хадисах, которые не приходят по путям знаний, кроме как от имама, который был на убеждениях ашаритских имамов или на убеждениях матуридитских имамов, и чтобы он не был бы одним из суфийских имамов в слове, деле, поведении и практике. И на этом были мусульмане вплоть до появления современных ваххабитов, которые посчитали это ширком, заблуждением и нововведением. Мы просим Аллаха Всевышнего направить их и открыть наши и их сундуки для истины. И мы просим Аллаха Всевышнего направить их на истину. И мы просим Аллаха Всевышнего открыть наши и их сердца для истины. И Аллах Всевышний, самый знающий, самый лучший и самый почтенный. И пусть Аллах благословит и приветствует нашего Господина, посланника Аллаха, мир и благословение нашему Господину и повелителю Мухаммаду и всей его семье и сподвижникам, и хвала Аллаху, Господу миров.